Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Сергей Михедов. Якутия – самый крупный город, построенный на вечной мерзлоте. И одна из самых главных задач властей – обеспечивать тепло в домах якутян. И для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно в квартирах и офисах, работает большая команда представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства, администрации города. И большая часть нагрузки и ответственности ложится на предприятие «Теплоэнергия». И сегодня у нас в гостях его директор Михаил Воробьев, с которым мы поговорим о том, как организована работа предприятия, а также обсудим важный вопрос начисления платы за отопление. Добрый вечер, Михаил Сергеевич. Добрый вечер. Вот ни для кого не секрет, что мы живем в суровых климатических условиях, и обеспечение города теплом задача важная, я бы даже сказал, приоритетная. Вот, как обычно, идет подготовка к сезону, какие работы проводят сотрудники теплоэнергии. Ну, я, наверное, открою небольшой секрет и скажу о том, что мы не заканчиваем ремонтные работы в течение всего года. С января по декабрь мы производим работы, мы монтируем и в зимний период сети, которые переключаем потом в межотопительный период. Но, конечно же, основная нагрузка по подготовке всего оборудования, всех сетей, конечно же, проходит в летние месяца. Как только мы закрываем задвижку, обычно это май месяц, и до 1 сентября мы выполняем такие работы, как ремонт сетей, текущий ремонт сетей, капитальный ремонт сетей, либо же реконструкция сетей, теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения. Мы занимаемся работами на самих котельных, начиная от общестроительных работ, связанных с крышей, с фасадом, с фундаментом, ну и заканчивая оборудованием. Мы ремонтируем котлы, либо меняем котлы, мы обслуживаем как в текущем ремонте, так и в капитальном ремонте тяго-дутевое оборудование, насосное оборудование и другие инженерные системы вот таких вот объектов важных. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 05 02. Также вы можете задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы скачать его, достаточно отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране. Какие задачи стоят перед руководством города и что удалось поменять за то время, когда вы вступили в должность? Руководство города ставит основные фундаментальные задачи перед командой теплоэнергии. Это, конечно же, безаварийность, надежность теплоснабжения, а также увеличение качества предоставляемых услуг, ну и обязательно участие в развитии города. Дело в том, что невозможно строить город без коммунальной инфраструктуры. Мы ежегодно присоединяем к нашим сетям, к сетям теплоэнергии достаточно большое количество абонентов. Вот, в прошлом году это 38 абонентов, в этом году 27. Это не просто один частный дом, это большие многоквартирные жилые дома, где свыше 70-80 квартир. Вот. Ну и, конечно же, мы работаем по энергоресурсосбережению. Это обязательное условие, это требование федерального законодательства, требования руководства нашего города. Вот, кстати, энергоресурсосбережение. Да, что в себя включает это понятие, как ведется такая работа? Ну, я, наверное, приведу конкретные примеры, так будет проще. Ну, начнем, наверное, с изоляции тепловых сетей. Качество изоляции тепловых сетей позволяет снизить теплопотери на этих сетях. Тем самым котельная будет чуть-чуть меньше вырабатывать тепловую энергию. Соответственно, мы экономим на воде, электроэнергии, экономим на газе. Использование новых технологий. Да? Ну, например, мы используем и очень почти мы по всем объектам закончили оснащение наших электродвигателей и насосов механизмом регулирования, частотного регулирования. Когда у электродвигателя плавный пуск, когда он работает не на 100%, да, здесь вот загрузка нужна только на 20%, он будет работать только на 20%. Это позволяет нам экономить на электроэнергии. Ну и кроме того, используем, как и все, наверное, энергосберегающие лампочки, да, учитывая, что у нас 43 котельных и 17 центральных тепловых пунктов, да,
объем потребления электроэнергии достаточно большой. Вот за счет этого мы можем экономить. Сейчас вот мы планируем к концу ноября, к началу декабря разместить на торги энергосервисный контракт. Мы хотим попробовать новую технологию, которая позволяет экономить газ. Посмотрим, как поведет себя это оборудование. Пока по тем предложениям, по тем наработкам, которые имеются в России, есть возможность экономить до 10% на газе, на потреблении газа. 10% это серьезная сумма, конечно. Вот, но что такое паспорт готовности, да, и кто определяет, может ли получить его предприятие? В этом году вы вовремя получили паспорт готовности. И если по какой-то причине паспорт готовности не выдали, вот что делать в таком случае? Ну, наверное, начнем с того, что такое паспорт готовности. Это очень важный документ, который подтверждает, что предприятие готово к отопительному периоду. Хотел бы отметить, что паспорт готовности не только мы получаем, да, как ресурсоснабжающая организация. Паспорт готовности получают управляющие компании, ТСЖ. Паспорт готовности получает муниципальное образование, то есть паспорт готовности получает городской округ город Якутск, и даже паспорт готовности получает вся республика в целом. Я, наверное, еще упустил объекты социальной инфраструктуры. Детские сады, школы, объекты здравоохранения также получают паспорта готовности. В городе Якутске, впрочем, как и в любом другом муниципальном образовании, паспорт готовности выдается муниципальным образованием. То есть администрацией города он выдается, но выдается он на основании комиссионного решения, куда входят даже представители федеральных органов, надзорных органов, таких как Ростехнадзор. Вот в этом году мы вторые в республике получили паспорт готовности, и первый в городе Якутске получили паспорт готовности, и наверное, за последние 10 лет впервые появилась подпись Ростехнадзора в этом паспорте, что нет никаких претензий со стороны надзорного органа. Ну, это достаточно большая работа была проделана, но и мы продолжаем двигаться дальше. Мы пытаемся снизить количество выявляемых нарушений со стороны Ростехнадзора. Хотел бы отметить, что в этом году у нас нет ни одного предписания со стороны Ростехнадзора. Ну, это в сумме это большое достижение, мы вас с этим поздравляем. Да, это показатель вашей активной работы. Предыдущий ваш вопрос был, что получилось достичь. Вот как раз-таки мы снизили аварийность, мы обеспечили надежность, вот, поэтому продолжаем работать. Ну, существует ГОСТ, да, который определяет, какая температура должна быть в квартире или, скажем, в социальном учреждении. Вот расскажите про эти нормы. Это не ГОСТ, это Санпин, и там установлена вилка от 18 до 22 градусов должна быть температура, ну, к примеру, в жилом помещении, да. Но более подробно о требованиях к температуре у нас указаны в правилах предоставления коммунальных услуг. Это 354 правила, утвержденные постановлением правительства. Там четко указано, что температура в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов, а если это жилое помещение является угловым, то не ниже плюс 20 градусов. И есть поправочка, что если это жилое помещение расположено в тех регионах, где средненедельная температура опускается ниже минус 31 градуса, тогда мы к этим показателям добавляем еще 2 градуса. То есть в квартире должно быть не ниже 20, а если квартира угловая, не ниже 22. Но хотел бы отметить, что мы, как ресурсоснабжающая организация, имеем отношение к вот этим вот данным постольку-поскольку, потому что мы в первую очередь руководствуемся температурными графиками. Два вида температурных графиков. Первый — это температурный график самого источника теплоснабжения, теплоисточника, и второй — температурный график работы сетей теплоснабжения. Есть такое понятие, как эксплуатационная ответственность. И есть границы эксплуатационной ответственности. Вот ресурсоснабжающая организация обязана до стены здания, скажем, многоквартирного жилого дома, подать ресурс вот с определенной температурой по обратному и подающему трубопроводу вот с таким-то перепадом давления. И тогда это позволит обеспечить комфортную температуру внутри помещения. Но, к сожалению,
не всегда, даже вот с этими параметрами, не всегда получается достичь температуры в помещении, вот как указано правилами. Да? И в этом вина не наша, не ресурсоснабжающая организация. Здесь может быть иная причина. Да? Очень часто это вина управляющей компании, которая вовремя или некачественно подготовила многоквартирный жилой дом к зиме. Не промыла, не провела ревизию, не утеплила окна, двери, чердаки. И за счет этого температура в жилых помещениях снижается. Бывает такое, что мы по жалобе потребителя выезжаем, осматриваем жилое помещение, делаем замеры совместно с надзорными органами. Мы поставляем ресурс, как полагается, в соответствии с графиком. То есть в пиковые нагрузки там вообще 90 градусов приходит, но в квартире холодно. И житель говорит о том, что теплоэнергия не додает тепла. Ну, невозможно подать выше 90, 100 или 150 градусов, да, потому что вода имеет, да, температуру кипения. Вот. А на самом деле причина банальна. Одинарное остекление, да, отсутствие там вообще форточек, да, там, то есть они разбиты, очень тонкая дверь. В этом вся причина того, что в квартире холодно. Поэтому энергоресурсосбережение, энергосбережение, оно очень важно. Поэтому надо утеплять свое жилое помещение. И управляющая компания также должна заниматься подготовкой к зиме качественно и ответственно. Ну вот это как раз-таки касается подготовки к зиме, да? Вот что нужно делать жильцам домов, да? Как им следует готовиться к грядущему отопительному сезону? Какие-то есть, может быть, обязанности жильца, обязанности управляющей компании? Вот что они должны сделать? Ну, если позволите, я разделю этот вопрос на две части. Есть частные дома и есть многоквартирные дома. Когда мы говорим про многоквартирные дома, то здесь в соответствии с жилищным кодексом мы все собственники, да, мы передали права по подготовке наших домов управляющей организации. Будь то управляющая компания, либо ТСЖ, либо иные формы могут быть. Вот здесь я считаю, что единственное, что мы как собственники можем сделать, мы можем проконтролировать управляющую компанию, как она подготовила наш дом к предстоящей зиме. Больше от нас никаких действий не требуется, и в принципе это невозможно, да, потому что очень жильцов в доме много, дом один, узел ввода один, здесь нет. Должен быть один человек, одно лицо, юридическое, физическое лицо, которое будет отвечать за подготовку. Вот нужен контроль. Если же мы говорим про частный жилой сектор, то здесь, конечно же, собственник сам готовит свое жилое помещение к зиме. Здесь необходимо в соответствии с правилами и с нашими предписаниями, мы предписания перед каждым отопительным сезоном, точнее, после каждого отопительного сезона мы выдаем предписание, мы говорим, что нужно сделать. Это утеплить сети, сделать ревизию запорной арматуры, сделать промывку и так далее, и так далее. Там перечень, который установлен федеральными нормами. Вот собственник жилого дома должен это произвести. Ну, в том случае, если у собственника квартиры, да, ощущается износ, там, окон, например, да, или двери входных, тоже следует менять вовремя. Конечно. И не обращаться сразу в управляющую компанию, там, жаловаться, например, да, или в теплоэнергию. Совершенно верно. Ну, вот некоторые специалисты говорят, что порой проще построить новое здание, да, чем восстановить старое. В городе есть заброшенные котельные. Вот, например, недалеко от базы «Металлист». Здесь работает это утверждение? Проще построить новую или, может быть, лучше восстановить имеющуюся, ну... Есть, и соглашусь с тем, что проще построить новую, но вот к этому случаю, о котором вы сказали, никак не относится. Дело в том, что эта котельная не заброшенная, она выведена из эксплуатации. Дело в том, что вот тот микрорайон, улица Билибина, 112-й квартал, в свое время был переведен на сети Якутской ГРЭС-2. Ранее это была котельная теплоэнергии, она работала, ее вывели из эксплуатации, построили центральный тепловой пункт. Вот, теплоэнергия построила центральный тепловой пункт, и мы теперь получаем тепло от Якутской ГРЭС-2 и по своим сетям перераспределяем потребителям. То есть она не заброшенная, она просто выведена из эксплуатации. А если же говорить про то, что стоит построить новое, ну, есть пример котельная птицефабрика. Когда я пришел работать в теплоэнергию, в планах было техническое перевооружение этой котельной, то есть должны были убрать все старые котлы еще советского производства и установить новые.
когда мы приступили к работам, связанным с проектом, с обследованием, мы поняли, что фундаменты этой котельной, они ну, просто уже выработали свой ресурс, и нагружать их новым оборудованием. При этом надо разбирать часть стены, чтобы занести новые котлы. В общем, работы по реконструкции этой котельной, они будут намного дороже, чем рядышком построить новое здание. Мы таким образом и поступили. В первый год мы приобрели, значит, котлы, тягодутевое оборудование, приобрели насосы, горелки приобрели. На следующий год мы построили здание. И вот сейчас мы завершаем работы по внутренним работам в этом новом здании. Там уже установлены котлы, установлены горелки. Сейчас идут пусконаладочные работы. То есть работаем для того, чтобы уже в ближайшем будущем запустить эту котельную и перейти на эту новую котельную. Ну, кстати, новая котельная на птицефабрике, вот с ее появлением в микрорайоне, какие возможности, может быть, или плюсы у жителей появятся? Может быть, экономия даже будет в плате за услуги? Типа? Ну, наверное, в первую очередь качество. Об экономии я не смогу сказать, потому что это все-таки зависит от конструктива жилого дома, от того состояния дома, в котором живут жители микрорайона. Вот, в первую очередь надежность. Мы несколько лет делали капитальный ремонт сетей, мы готовились к тому, что будет новая котельная. Мы заменили практически все сети в микрорайоне птицефабрика, горячую воду поменяли на полиэтилен. Вот. Ну, да, и самое важное, наверное, у нас мощность котельной будет чуть больше, чем существующей котельной. Это позволит подключить новых потребителей. Там активно застраивается частный сектор. Мы подключаем эти жилые дома. И в планах у городских властей также комплексное развитие этой территории. Там будет снос и строительство жилых домов. Ну, есть такое выражение, да, что Якутск — это город кишками наружу, да? То есть у нас все коммуникации, они находятся снаружи, и как-то их упорядоченно поместить под землю возможности нет, но, насколько известно, не в первую очередь из-за вечной мерзлоты. В чем здесь еще проблема? Ну, две, наверное, проблемы. Это, конечно же, вечная мерзлота, а второе — это все-таки наши климатические условия. Как делаются такие сети в центральной части России? Они прокладываются в лотках, прокладываются в тоннелях подземных, да? Подземно все это производится. У нас, к сожалению, это сделать невозможно, да? потому что вечная мерзлота. А если же укладывать в лотки, то эксплуатация будет очень неудобная. Да? Дело в том, что у нас же время просто в случае аварии, в случае порыва какой-либо трассы, время просто на минуты. Да, то есть 3 часа это максимальное время для устранения. Это самое максимальное время. А представьте, если это течь где-то в лотке, в земле, до нее нужно добраться, она уже может быть обмерзла льдом, поэтому очень неудобно. Очень неудобно, и оперативность устранения таких аварийных ситуаций, ее просто нет. Ну вот, кстати, что касается аварийности. Как ваша компания справляется с аварийными ситуациями? В последние сезоны удалось ли добиться каких-то улучшений в этом направлении? Вообще, есть ли аварии? И вот давайте объясним нашим телезрителям, да, разницу вот от аварии, может быть, от происшествий, что от чего отличается. Да, как бы законодательством различаются понятия аварии. Авария — это тогда, когда остановилась котельная и нарушено теплоснабжение потребителей. Вот. Течь, небольшая течь на трассе — это не всегда авария, это может быть всего лишь инцидентом, да, который не привела к остановке котельной. Если же говорить про аварийность, то мы добились того, что за прошлый отопительный сезон у нас не было ни одной аварийной ситуации. В предыдущие годы это было. Мы значительно снизили аварийность на сетях холодного и горячего водоснабжения. Почему? Потому что вот это уже 5-й год, как мы используем полиэтиленовые и полипропиленовые трубы. Для горячей воды, горячую воду на 80% мы уже заменили на полиэтилен и пропилен. Учитывая, что у нас в целом сетей 274 километра.
80% это всех сетей, я имею в виду холодного, горячего водоснабжения и отопления. Вот. 80% мы заменили, сейчас мы занимаемся сетями холодного водоснабжения. Ну, такая труба позволяет, во-первых, монтаж производится быстрее, а во-вторых, срок службы достигает 50 лет от такой трубы. Но и здесь есть проблемы. Да, к сожалению, не так часто, но они есть. Сейчас мы находимся в стадии судебных разбирательств с одним из поставщиков, который поставил нам полипропиленовую трубу, которую смонтировали 3 года назад. Начались у нас течи, она начала лопаться. Пластиковая полиэтиленовая труба начала трескаться и лопаться. Вот. Сейчас мы сделали экспертизу, эксперты установили, что эта труба не соответствует нормативам. То есть поставщик поставил некачественную трубу. Там, где есть качество по трубе, конечно же, никаких вопросов нет. И, к сожалению, нам пришлось вот сейчас мы эту трассу меняем, это трасса горячего водоснабжения в Октябрьском округе. Вот. Но мы ее заменим, а все убытки, которые мы понесли, конечно же, мы в судебном порядке будем взыскивать с поставщика такого некачественного товара. К сожалению, бывает и такое. Ну вот насколько на сегодняшний день, да, котельные в городе, вообще, в принципе, да, оснащены действительно современным оборудованием. Вот, и чем оно отличается от того, например, что использовали 10 лет назад? Ну, процент небольшой. Процент небольшой. Мы эксплуатируем пока то оборудование, которое было 10 лет назад, да, в принципе, и даже есть то оборудование, которое было еще во времена СССР. Потихонечку мы меняем его. В первую очередь мы меняем насосное оборудование. Насосное оборудование практически у нас все уже современное. Вот. Далее мы меняем котлы и горелки. Ну, естественно, там, где мы производим реконструкцию объектов, либо строительство новых объектов, там, конечно же, все современное с диспетчеризацией. Вот на сегодняшний момент у нас по диспетчеризации мы видим все центральные тепловые пункты и процентов 30 котельных мы видим, в каком режиме работает котельная, видим температуру, видим давление. В принципе, вот, например, то ЦТП, которое промкомплекс, да, вот про котельную мы с вами говорили, там, где мы тепло получаем от сети Якутская ГРЭС-2, она даже, это ЦТП, это оборудование даже регулируется нами удаленно через да, определенный программный продукт. То есть можно ожидать, что подобное оборудование вскоре может появиться на всех? Мы стремимся к этому. Мы стремимся к этому. Ну вот мощность работы котельных, да, она в зимнее время во всем городе одинаковая или где-то идет разная подача? Ну, это зависит от источника тепловой энергии. Да. Есть разные температурные графики. Есть, где котельная работает с режимом 95-70, то есть 95 это подача, 70 обратный трубопровод. Есть, где температура свыше 115 градусов. Все зависит вот, именно от режима работы самой котельной и режима работы тепловых сетей. Но если вот в целом говорить, есть ли, ну, проще говоря, запас в наших котельных, да? В обязательном порядке. В обязательном порядке. У нас есть резерв оборудования любого, да, вот, который должен быть на котельной. Ну, начнем с тягодутевого оборудования. Да. Понятно, что без создания тяги котел не будет работать, да, и не смогут находиться в помещении люди. Да. Если стоит 2 двигателя тягодутевого оборудования, то 2 находятся в резерве. Насосы сетевые, подпиточные для горячего водоснабжения, для холодного водоснабжения всегда имеют дублирующие. То есть в случае аварийной ситуации да, мы переходим на другой значит, насос. Этот насос демонтируется, ремонтируется, либо же мы достаем из резервного своего запаса и ставим другой туда. То же самое и с котлами. То же самое с котлами. Если, допустим, стоит один котел на 10 мегаватт, то точно такой же на 10 мегаватт должен быть в резерве. В случае выхода из строя этого котла мы должны запустить резервный котел. Ну и, соответственно, горелочное оборудование, оно также в случае какой-либо аварии, оно меняется. Всегда есть запас. Запас также есть по материалам. Ну и, конечно же,
все у нас котельные обеспечены резервными источниками питания. Где-то это стационарные, то есть в случае, если электроэнергия уходит, заводится дизельная электростанция стационарная, либо же у нас на мотоходу есть, автомобиль подъезжает и может подключить котельную к такой деске, и, значит, котельная будет работать. Кроме того, есть система подачи резервного топлива. В случае, если пропал, не дай бог, газ, мы переходим где-то на дистопливо, где-то есть пропан, а где-то еще по старинке используем уголь. То есть у нас есть даже угольные котельные. У нас есть одна угольная котельная, она расположена в Мархе. Ну вот наверняка теплоэнергия, да, участвует в федеральных программах. Вот расскажите, какие возможности дает федеральное, может быть, региональное правительство? К сожалению, пока мы еще не смогли попасть ни в один федеральный проект, хотя мы направляем постоянно свои заявки для участия в программе по модернизации тепловых сетей. Да. Дело в том, что здесь есть определенные показатели, да, и состояние нашего хозяйства и нашего финансовое положение позволяет пока справляться собственными силами. Поэтому пока, к сожалению, мы не участвуем ни в одном проекте, нам есть отказы. Вот. Но я думаю, что со временем очередь дойдет и до нас. В любом случае должна дойти до нас очередь. Ну, может быть, даже не к сожалению, а к счастью, потому что для того, чтобы участвовать в таких программах, возможно, должно быть количество аварий, каких-то происшествий, да? Наверное, на это обращают внимание, где есть аварийность, проблемность. Соответственно, федералы здесь подключаются достаточно быстро. Ну, серьезный пласт работы — это работа с населением и вот управляющими компаниями. Вот насколько сегодня горожане хорошо осведомлены о том, как работает система ЖКХ, вот, на ваш взгляд, да? И как проводите информирование населения? Работаете ли как-то? Бывают ли встречи, может быть, какие-то? Мы стараемся в постоянном режиме общаться с нашими потребителями. У нас есть и телеграм-канал, у нас есть и WhatsApp-приемная, и по электронной почте, и проводим личные встречи. И иногда даже проводим встречи с микрорайонами, да, например, вот в автодорожном округе, на птицефабрике мы проводили встречи. Вот. Но все-таки вот век информационных технологий, конечно же, вот WhatsApp, Telegram, вот это, такие средства, они намного проще, да, и позволяют обмениваться информацией. То есть специалист теплоэнергии может тут же, сидя за рабочим местом, посмотреть обращение, было, не было у гражданина, значит, какая температура у него, да, если есть, к примеру, приборы учета, по которым можно это определить, сделать перерасчет, не знаю, посмотреть задолженность. Все-таки использование новых информационных технологий — это очень хорошо позволяет общаться нам и потребителям. Ну вот, кстати, общение с потребителями, я так понимаю, станет больше. Есть федеральный закон о переходе на прямые договоры. То есть, насколько я понимаю, большинство теперь, да, пользователи услуг должны сами платить напрямую теплоэнергии без участия управляющей компании. Вот здесь вопрос, как должен решаться. Обязательно ли человеку заключить прямой договор, или он может, в принципе, через управляющую компанию вести расчеты, то есть по старой привычной для себя схеме? В теплоэнергии 99% управляющих компаний перешли на прямые договоры. Сейчас только одна управляющая компания, с которой у нас есть действующий договор, это Прометей. Все остальные перешли на прямые договоры. Что такое прямые договоры и как можно на них перейти? Я, наверное, об этом хотел бы сказать. Жилищный кодекс, он позволяет собственникам жилых помещений на своем собрании принять решение о том, что этот дом переходит на прямые договоры. То есть они больше не будут платить в управляющую компанию, они будут платить напрямую ресурсно-снабжающей организации, то есть напрямую теплоэнергии. Либо есть второй вариант, когда управляющая компания в течение 2 периодов задолжала за тепло
не своевременно вносила плату, тогда здесь мы сами можем инициировать этот процесс и в одностороннем порядке перевести такой дом на прямые договоры. Ну, не знаю, лично мое мнение, что это более надежно и безопасно как для жителей, так и для ресурсоснабжающей организации, в том числе и управляющей компании. Да? Ну, наверное, не секрет, что много в России возбуждается уголовных дел в отношении нерадивых директоров управляющих компаний, которые просто берут те деньги, которые должны уйти ресурсникам, да, они тратят их на совершенно иные цели. Вот. Или когда жители выплачивают какие-то долги. Да? Лучше обезопасить всех, себя и всех остальных, и перейти на прямые договоры и платить непосредственно за тепло в ресурсоснабжающую организацию. Ну вот, кстати, предлагаю поговорить, да, про начисление за тепло. Тем более у нас есть вопрос телезрителя. Проживая в микрорайоне ДСК, плату за тепло взывают круглый год. И платить приходится больше 10 тысяч рублей. Не за самую большую двухкомнатную квартиру. Это на порядок выше, чем у моих друзей, которые живут на 203-м микрорайоне. Вот объясните, почему одни платят 10 тысяч в месяц, а другие 3, вот в одном и том же городе живя? Ну, здесь система теплоснабжения разная. Да, если мы говорим про 203-й микрорайон, там большая часть, я уверен, скорее всего, друзья этого потребителя, они живут в квартире, которая оснащена АУГВ, то есть стоит газовый котел, да, и, значит, там, да, действительно, потребитель оплачивает только газ, только в те месяцы, когда потребляет этот газ. А если человек получает тепло от ресурсоснабжающей организации, от котельной, да, здесь у нас действует федеральное законодательство, где сказано о том, что плата вносится по 1/12, то есть даже в летний период, для того, чтобы снизить расходы, да, чтобы не было такой нагрузки по 1/12, значит, вносится исходя из среднего потребления, а ежегодно в марте месяце делается перерасчет, если установлен прибор учета. Вот. То есть вся причина в том, что, скорее всего, 203-й микрорайон это газовый котел. Но я хотел бы здесь отметить, что если проживаешь в квартире, которая централизованно оснащается теплом, да, здесь ну, вот у меня не болит голова, что сломается котел, он побежит, или надо там отремонтировать систему отопления, там что-то сделать, поставить источник бесперебойного питания, или вдруг, не дай бог, газ пропадет, или электроэнергия. Да? Вот. А если котел еще и сломается, а он стоит немало, и поэтому здесь, ну, не знаю, экономия, на самом деле, не знаю, не могу судить, но, может быть, она минимальная, эта экономия, минимальная разница. Ну, предлагаю, да, как раз-таки поговорим о формировании тарифов, как они, в принципе, формируются, и есть ли возможность как-то снизить плату за коммунальные услуги, в частности, именно вот за тепло, имеется в виду? Ну, есть возможность снизить плату за тепло. Все-таки необходимо многоквартирные жилые дома, ну, и не только многоквартирные, частные жилые дома оснащать приборами учета. Прибор учета. Тогда не будет расчета по нормативу. Да? Норматив, он всегда выше, чем фактическое потребление. Это законодателем было установлено специально для того, чтобы стимулировать собственников жилых помещений на установку приборов учета. Вот. Утеплять. Да, это тоже позволит, как мы говорили с вами, да, это позволит уже экономить. Если же говорить про тарифы, тарифы, они утверждаются для ресурсоснабжающих организаций Государственным комитетом по ценовой политике, исходя из тех документов, которые нами предложены. Да. В обязательном порядке все это проверяется, в обязательном порядке проверяется и исполнение ремонтных программ, и заработные платы тех людей, которые работают в теплоэнергии, объем потребляемых ресурсов, таких как газ, вода, электроэнергия. Это очень кропотливая и очень сложная работа. Вот. Ну и я хотел бы сказать о том, что у нас же действует два тарифа. Да. Первый тариф — это экономически обоснованный тариф. Он достаточно высокий. Да? На самом деле для того, чтобы произвести тепловую энергию, требуется колоссальный объем газа. Теплоэнергия в год тратит более 500 миллионов рублей только на газ. Вот. И есть второй тариф.
Это льготный тариф. Вот жители города, они платят в ресурсоснабжающую организацию, исходя из льготного тарифа. А разницу между экономически обоснованным и льготным тарифом, она компенсируется из бюджета республики в виде субсидий. Мгм. Вот у нас остается меньше минуты, и хочется все-таки затронуть тему должников. Как работаете с должниками? Будет ли у вас, может быть, прощенный день в ближайшее время, и чтобы наши телезрители увидели, и как раз-таки обратились в это время? Совершенно верно. Прощенные дни будут с 1 декабря. Будет возможность оплатить без пени, а также заключить договоры рассрочки. И в случае выполнения договора рассрочки своевременно мы также будем списывать, как говорят, прощать пени. Возможность такая есть. Необходимо обратиться к нам, принести необходимый пакет документов и подписать такой договор рассрочки и выполнить его. Ну вот на этой, так сказать, может быть, даже приятной для наших телезрителей, да, информации мы закончим наш разговор. Михаил Сергеевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я думаю, сегодня наши зрители получили вопросы, на интересующие, да, ответы на их интересующие вопросы. Желаем, конечно же, еще одного успешного сезона, как говорится, без аварий, Спасибо. чтобы все прошло хорошо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Ну, наше время подошло к концу. Вы смотрели программу «Якутия в деталях». Меня зовут Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.